Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Сирийские повстанцы утверждают, что убили одним выстрелом сразу 4 русских генералов в Латакии. Москва подтверждает ранение одного. Между тем, Рамзан Кадыров неожиданно заявил о значительных потерях россиян на фронтах в Сирии. Это потери, зная, куда они идут, на что идут. По Германии и Восточной Европе опять прокатилась волна антиисламских митингов. Их участники требуют отправить беженцев-мусульман домой. Нужно охранять границы Европы и контролировать, кого мы пускаем в свою страну, а кого нет. На востоке Украины массовые нарушения перемирия. Стороны применяют тяжелую артиллерию. Есть погибшие и раненые. Никакого перемирия здесь никто никогда не придерживается. Это все туфта. В Казахстан вернулись блошиные рынки впервые с 90-х годов. Среди торговцев в основном пенсионеры. Обесценившихся пенсий не хватает ни на что. Мне пенсию дали, 2 месяца назад. 24 тысячи. А ну-ка, проживи. 68-го года работаю. Никогда не стригутся, не бреют бороды, не берут в руки денег. Мобильные телефоны и телевизор считают грехом. Средневековая секта инкарщиков с берегов Иссык-Куля живет, как во времена пророка Мухаммеда. Я повторяю слова молитвы. Не понимаю, правда. Движения их тоже повторяю. Они наклоняются, я наклоняюсь. Они встают, я встаю. Сирийская оппозиция выложила в интернет видео, на котором кадры, якобы подтверждающие ликвидацию 4 генералов российской армии в сирийской провинции Латакия. Как сообщается, бойцам так называемой сирийской свободной армии стало известно о секретной встрече сирийских и российских офицеров в деревне Маршхоха. Они выпустили по месту встречи 2 ракеты «Земля-Земля» американского производства. Вы видите кадры ракетного залпа. Сирийские оппозиционеры утверждают, что им удалось уничтожить около 20 военнослужащих за один раз. Из них 4 – это российские генералы и 4 – генералы сирийской правительственной армии. Остальные погибшие также высокопоставленные российские и сирийские офицеры. Вот кадры попадания ракеты. Вторая ракета уничтожила подъезжающий автомобиль с российскими военными. Российские военные части подтвердили факт этой атаки. Представитель Министерства обороны Игорь Коношенков заявил, что в результате обстрела действительно был смертельно ранен один российский офицер. Однако, по мнению пресс-секретаря Генштаба, атаку произвели исламисты, а не сирийские оппозиционеры. В Кремле также поначалу подтверждали гибель российского офицера в Сирии, не называя его имени, но позже отказались сообщать подробности и вообще как-то комментировать ситуацию. Вопрос о подтверждении нахождения тех или иных военнослужащих нужно адресовать соответствующим ведомствам, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Между тем, факты больших потерь российской армии во время наземных боевых действий в Сирии неожиданно подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. Свое заявление он сделал в эфире федерального государственного телеканала «Россия-1», где вышел репортаж о подготовке чеченского спецназа для действий в тылу ИГИЛ. Чечня готовит бойцов для борьбы с варварским псевдохалифатом. Со слов Кадырова, который, как видно на этих кадрах, принимает самое активное участие в тренировках спецназовцев, подразделения чеченских диверсантов уже давно действуют в Сирии, особенно в тылу исламистов. Комментируя подвиги своих подчиненных, чеченский лидер сказал, что российские спецподразделения несут значительные потери на фронтах сирийской гражданской войны. И потери есть, это потери, зная, куда они идут, на что идут, они шли для того, чтобы в последующем жить было спокойно на территории Чеченской Республики и России в целом. Тем временем президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил о том, что ему почти удалось уговорить Америку на создание зон безопасности на севере Сирии. Эрдоган предлагает создать беспилотную зону и ввести международные войска в ряд сирийских провинций. При этом президент Турции практически поставил ультиматум правительству Соединенных Штатов, потребовав выбрать между поддержкой Турции или сирийских курдов, которых турки считают террористами. Смотрите, один из представителей сферы национальной безопасности из круга Обамы во время сирийских переговоров в Женеве встает и едет в Кобани. И там от так называемого генерала получает памятную табличку. Как мы можем вам доверять? Я ваш партнер или террористы в Кобани? Турецкие телеканалы распространяют видео встречи спецпосланника президента США Бретта Макгурка с лидером курдских военных формирований в городе Кобани, который был недавно отбит курдами у так называемого исламского государства. Встреча спецпосланника и одного из курдских генералов вызывает ярость Турции.
Между тем, американцы и их партнеры по НАТО делают серьезную ставку именно на курдское ополчение. На территориях, подконтрольных курдам, действуют несколько американских аэродромов. Курдские отряды Сирии и Ирака получают львиную долю оружия и боеприпасов, выделяемых Америкой для борьбы с ИГИЛ. А в Ираке именно курдам при поддержке американского спецназа и авиации удалось достичь самых больших успехов в борьбе с джихадистами и освободить сразу несколько крупных городов. Выбор, предложенный Эрдоганом, будет для Америки непростым. Возможно, для урегулирования этой проблемы в Турцию отправилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Официальная цель ее визита – переговоры по вопросам беженцев. Но не исключено, что Меркель будет обсуждать и курдскую проблему. Германия отправила на помощь курдам в борьбе с ИГИЛ почти 1200 военнослужащих и несколько десятков ударных самолетов. Немецкие военные также могут оказаться в не очень приятной ситуации, если Турция решит в первую очередь атаковать курдские военные формирования. В самой же Сирии к северу от Алеппо продолжаются ожесточенные бои правительственных сил с исламистами и умеренными сирийскими повстанцами. Войскам Асада практически удалось взять в кольцо второй по величине сирийский город Алеппо, но пока решительного штурма не произошло. Вы видите последние кадры этих ожесточенных сражений. Их передает агентство Рейтер. А на сирийско-турецкой границе уже собрались десятки тысяч беженцев из районов боевых действий. Турецкие власти заявили, что несмотря на то, что возможности Турции по приему беженцев исчерпаны, они постараются пропустить и разместить у себя на территории и этот новый поток. По Германии и Восточной Европе опять прокатилась волна антиисламских митингов. На этот раз они были скоординированы и собрали довольно большое количество участников. Собравшиеся требовали депортировать беженцев с Ближнего Востока домой, а также защитить от наплыва мигрантов коренное население. Самым многочисленным был митинг антиисламского движения «Пегида» в восточно-германском Дрездене. В историческом центре города собралось почти 15 тысяч человек. Они были настроены радикально, но полиции удалось не допустить беспорядков. Вот что заявили участники митинга. Закон на нашей границе был нарушен уже миллионы раз. Мне кажется, иногда, в крайних случаях, использование огнестрельного оружия может быть абсолютно оправдано. Нужно охранять границы Европы и контролировать, кого мы пускаем в свою страну, а кого нет. Массовые акции протеста прошли в Варшаве. В них принимали участие многочисленные националистические организации и футбольные фанаты. Также крупный митинг прошел и в Праге. Противники так называемой исламизации несли флаги с перечеркнутой мечетью. Полиция города была вынуждена перекрыть ряд популярных туристических улиц. А в Берлине завели уголовное дело на корреспондента Первого российского канала Ивана Благова. Немецкие власти обвиняют его в разжигании ненависти по отношению к мигрантам из-за его репортажа о якобы изнасилованной выходцами с Ближнего Востока русской девочке Лизы. Теперь, когда выяснилось, что изнасилования не было, а журналист, мягко говоря, сказал неправду, в его отношении началось расследование. Я подал заявление о преступлении главному прокурору Восточного Берлина. Это ходатайство против журналиста. Он ответственный за свой сюжет. Он профессиональный журналист, поэтому у него есть некоторые обязанности. Свобода прессы означает в том числе и обязанность проверять информацию. Он этого не сделал. Он сделал сюжет, в котором полно неправдивых вещей. Далее в программе. На востоке Украины массовые нарушения перемирия. Стороны применяют тяжелую артиллерию. Есть погибшие и раненые. Никакого перемирия здесь никто никогда не придерживается. Это все туфта. В Казахстан вернулись блошиные рынки впервые с 90-х годов. Среди торговцев в основном пенсионеры. Обесценившихся пенсий не хватает ни на что. Мне пенсию дали, 2 месяца назад. 24 тысячи. А ну-ка, проживи. С 68-го года работаю. Никогда не стригутся, не бреют бороды, не берут в руки денег. Мобильные телефоны и телевизор считают грехом. Средневековая секта инкарщиков с берегов Иссыкуля живет, как во времена пророка Мухаммеда. Я повторяю слова молитвы. Не понимаю, правда. Движения их тоже повторяю. Они наклоняются, я наклоняюсь. Они встают, я встаю.
Нарушения перемирия на востоке Украины, что были зафиксированы на прошлой неделе, опять перерастают в полномасштабный конфликт между вооруженными силами Украины и донецкими сепаратистами. Стороны обстреливают друг друга из тяжелых артиллерийских орудий, которые, согласно Минским соглашениям, должны быть отведены от линии разграничения на несколько десятков километров. Украинский штаб заявляет, что сепаратисты опять используют танки, а позиции вооруженных сил Украины только за последние сутки обстреливались более 60 раз. За эти 10 дней в нашем подразделении 1 погибший и 3 раненых. У батальона рядом тоже есть убитые и раненые. Начали обстреливать тяжелой артиллерией. До этого было затишье, а вот февраль начался с войны, настоящей войны. Нам говорят, не стреляем, соблюдаем режим тишины. Потом оттуда прилетает к нам, и если есть приказ, мы отвечаем. В свою очередь об обстрелах заявляет и командование пророссийских сепаратистов. В районе Мариуполя, по их словам, украинские военные обстреливали их позиции из крупнокалиберных орудий 81 раз. Факты обстрелов с 2 сторон подтверждают и ВБСЕ, и местное население. Один птур сюда полетел, один полетел на верхнюю улицу, но мне хорошо, что в забор попало. Если бы метр выше, то в окно. Никакого перемирия здесь никто никогда не придерживался. Это все туфта. В России вступили в силу поправки во внутренний регламент СИЗО. В частности, Минюст расширил перечень разрешенных к использованию вещей, ужесточил правила медицинского обслуживания и официально запретил следственно арестованным использовать в общении тюремный жаргон. Еще тюремные ларьки стали монополистами по продаже сигарет для заключенных и ряда продуктов. Стало ли комфортнее в российских тюрьмах и зонах от нововведений? Екатерина Пономарева. Заключенные СИЗО номер 5 Екатеринбурга идут на прием к врачу. Медики здесь теперь как следователи. Доктор проверяет, соблюдает ли подследственное режим лечения. Мы можем его привлечь к дисциплинарной ответственности, потому что данное обстоятельство будет уже нарушением правил внутреннего распорядка, потому что им не разрешено нарушать режим лечения. Раньше следственно арестованный мог отказаться от лечения, теперь нет. Он должен без вопросов принимать любую терапию, которую выпишет ему тюремный врач. К слову, контролировать этот процесс с воли практически невозможно. Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО вступили в силу перед Новым годом. Пожалуй, самый громкий пункт – это табу на тюремную феню. За блатняк и мат подследственным светит выговор в личном деле. Начальство изолятора с журналистами это обсуждает неохотно. Неясно, как доказать, что заключенный по фене ботает. В женском СИЗО, куда нас пустили, говорят, и слов-то таких не знают. Я думаю, что в интересах самих подозреваемых обвиняемых жаргонной речи, не выражаться жаргонной речью, так как это чревато для них, для самих. И контролируют, наверное, сами в камере они более-менее. Но я говорю, у нас такого нет, потому что женский изолятор. Больше, наверное, это в мужских изоляторах. Сотрудники контролируют, конечно. И как по заказу в подтверждение этого в одной из камер нам устраивают чтение стихов собственного сочинения. Трогательных, про любовь, маму и свободу. Наша боль ни с чем не сравнима. Потерять бы ее всю навечно. Только здесь понимать я стала, как люблю тебя, все бесконечно. Правозащитники говорят, наказание за мат в российских колониях ввели пару лет назад. Выговор в дело ставит под вопрос возможность досрочного освобождения. Доказать, что ты не ругался в застенках, невозможно. Аудиозапись ни в колониях, ни в СИЗО не ведется. Это стало определенным инструментом давления на осужденных, потому что основная как раз масса взысканий в отношении конкретно осужденных это за то, что они не поздоровались, либо ругались матом. Эту статью в распорядке колоний даже пытались оспорить через Верховный суд. Не вышло. И вот дело дошло до СИЗО. Официальная позиция ГУФСИН: в российских тюрьмах жаргона и мата нет. Вот заключенные вам и сами расскажут. По установленным, так скажем, правилам обращения сотрудников к нам, то есть на «вы» по фамилии, точно так же мы по имени-отчеству обращаемся к сотрудникам. Гражданин, начальник, то есть такого у нас нету, здесь вообще нету такого, чтобы там кто-то на жаргоне на каком-то тюремном, то есть тут такое вообще нет. К слову, это интервью Екатерина давала нам под присмотром начальника СИЗО и 2 ее замов. Говорил больше про хорошее, что заключенным разрешили пользоваться тампонами и щипцами для маникюра. Еще сигареты теперь не ломают в труху при досмотре передач. Правда, пропустят по закону только те пачки, что куплены в тюремном киоске. К слову, этот пункт правил тянет на проверку антимонопольной службы. Но обсуждать этот вопрос тюремное начальство с нами тоже не стало. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени.
Экономический кризис заставил алматинцев заняться продажей старых вещей. Власти Алма-Аты даже открыли для них централизованный блошиный рынок. Там торгуют в основном пожилые горожане, чтобы заработать на пропитание. По словам пенсионеров, деньги они выручают небольшие, но для многих из них блошиный рынок стал единственным источником минимальных доходов, рассказывает Дмитрий Беляков. Монеты, да? Да, эти казахстанцы. Они по 100 тенге. Я их беру по 50 тенге. 50 тенге беру, за 100 тенге продаю. 50 тенге получаю с одной монеты. Болат Ага собирает ценные монеты, значки и марки уже 20 лет. Он никогда не думал, что за 2 года до пенсии его увлечение станет единственным источником дохода. Каждые выходные Болат Ага приезжает на окраину Алма-Аты, на блошиный рынок, и ищет своего клиента. Да, на проживание и квартплату. Сейчас все подорожало, и за счет этого я здесь. Скажите, пожалуйста, сколько можно в день заработать? От силы 500-800 тенге. Это дешевое. Централизованный блошиный рынок для алматинцев в новинку. Ранее городские власти сурово наказывали уличных торговцев, но в городе всегда существовали несколько пятачков, где можно было найти развалы старьевщиков. Несколько месяцев назад всем им предложили перебраться на окраину города, на большую парковку возле нового торгового центра. На это предложение многие с радостью откликнулись. Постепенно к новому рынку привыкли и жители, и гости города. 92-й год есть там. Все равно это почта СССР, почта уже не будет. Куанго часто приезжает из родного Пекина в Алма-Ату по работе и не упускает случая приехать на блошиный рынок. Его страсть – почтовые марки. Вы собираете именно советские марки, да? Да, советские, но сейчас тоже казахстанские тоже мы собираем, но правда сейчас цена уже другая. Например, в Китае 5 тенге обычно 1 штук, а у вас здесь 200, дороже гораздо. Дороже. Ассортимент товаров на рынке огромен. Как говорят сами продавцы, здесь можно продать практически все. В основном торгуют жители города и пригорода предпенсионного возраста. Берег продает запчасти на российские автомобили и сельхозтехнику. Говорит, что с клиентами сейчас туго. У многих уже есть иномарки. Самый дорогой товар на его прилавке – магнето. Стоит оно 2000 тенге. Это примерно $5 США. Заработок Берега невелик. Он говорит, что надо как-то протянуть еще 8 лет. А потом пенсия. Почему не работаете нигде? Никто не берет. Уже старые. 55 лет уже старые уже. А вы куда пробовали? На охрана. Везде охрана. Кем работали раньше? Сам энергетик. Энергетик. По специальности уже вообще невозможно. Невозможно. Хватает на блошином рынке и пенсионеров. Юрий каждую неделю раскладывает свой товар на базаре. В основном занимается перекупкой. Он приехал в Алма-Ату из Аркалыка в поисках заработка. Его ежемесячной пенсии в $65 на жизнь не хватает. А за выходные можно заработать еще около $30. А ну-ка, вот мне пенсию дали, да, 2 месяца назад. 24 тысячи. А ну-ка, проживи. 68-го года работаю. В выходные на блошином рынке покупателей не меньше, чем на знаменитой алматинской барахолке. В толпе можно встретить людей абсолютно разного достатка и социального положения. Кто-то приехал купить диковинный предмет для интерьера, а для кого-то это единственный вариант купить одежду или предметы быта. У народа всякое нужда. Кто покупает, кто продает. У меня уже коллекция дома статуэток есть. Да, именно здесь покупаем. Я иногда так смотрю, что даже, мне даром давая нет. Ничего такого не возьму. Но что надо, интересно, когда люди что-то нужное, кому-то нужное, выходят, берут. Не у всех такие, я думаю, богатые. Они найдут для себя что-то подешевле, хоть и бэушное. Секонд-хенд. В ближайшее время эту автомобильную стоянку власти города планируют использовать для парковки иногородних авто, которым, возможно, ограничат въезд в город. Блошиный рынок местная администрация обещает не закрывать, а перенести вглубь торгового комплекса. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. В Кыргызстане все больше людей становятся приверженцами религиозной общины, которая проповедует крайне консервативные взгляды. Они практически отказываются от технических достижений и стараются не брать в руки деньги. Жить как во времена пророка Мухаммеда. Как это удается? В репортаже нашего корреспондента Дибек Бегалиевой. Бабушка Айша живет у одного из так называемых инкарщиков. Одинокую старушку приютил местный житель. Кроме 85-летней женщины, в доме бывают и другие гости. Сюда приезжают священники из других городов. Они читают намаз, просто ходят по домам, призывают людей ходить в мечети. Сама бабушка Айша не так набожна. Книжки их читать не может, грамоту она так и не освоила, но молитвы вместе с ними совершает регулярно.
Я повторяю слова молитвы, не понимаю, правда. Движения их тоже повторяю. Они наклоняются, я наклоняюсь. Они встают, я встаю. Я неграмотная. Просто в войну мне пришлось кормить младших сестер. В религиозных течениях и направлениях она тем более не разбирается. Знает лишь то, что люди, у которых она живет, не признают достижений техники. У нас телевизора нет, телефонов тоже нет. Пользуются только тем, что Бог послал. Деньги в руки они не берут. Когда люди узнают, что приехали проповедники, несут мешки муки, картофеля. С соседями члены религиозной общины почти не разговаривают. Людей с длинными волосами и в длинной одежде тут видят часто, однако ведут они закрытый образ жизни. В Кыргызстане об этом религиозном течении известно стало относительно недавно. Их называют инкарщиками. От арабских «инкар» и «якын», что в переводе означает «отрицание всего, кроме Бога». Жить, как во времена пророка Мухаммеда, они стараются в буквальном смысле. Про них говорят, что они не смотрят телевизор, не пользуются телефонами и ходят исключительно пешком. Взять интервью у представителей общины оказалось непросто. Видео и фото – харам. Однако греховными инкарщики считают не все достижения цивилизации. Телевизоры и телефоны у нас есть. То, что мы спим и едим на полу, неправда. Это на нас наговаривают. Мы живем так же, как все. Часть из тех, кто сидит в молельной комнате, даже имеют машины. Консервативные инкарщики только в вопросах одежды, объясняет Абдрахим. Первый раз в медресе меня отвел отец. Я был в обычной рубашке. Люди в медресе были в длинной одежде, у них были длинные волосы. Ведь верующие люди всегда так и жили. А сейчас это вызывает неприятие. В местном 10-м отделе МВД, контролирующем религиозную ситуацию, членов Инкара знают едва ли не поименно, хотя опасности члены общины не представляют. Они волосы стригут каскадом, носят дамбалы. Местному духовному управлению это не нравится. Они хотят, чтобы проповедники выглядели аккуратно. При этом каких-то незаконных действий они не совершают. Они такие же мусульмане, просто не подчиняются имамам. В областном духовном управлении считают, что инкарщики вносят раскол среди мусульман. Их представители, по словам священников, не берут специальные разрешительные документы перед тем, как уходят в многодневные проповеднические миссии. Нам и без того трудно созывать молодежь на намаз. А если инкарщики будут говорить, стирайте полы в доме, спите на полу, не ездите на машине, нам придется еще труднее. Между тем, по информации 10-го отдела МВД, последователей этого течения становится все больше. Только официально в нескольких районах Иссык-Кульской области их насчитывается более 80 человек. Дюбек Бегалиева, Улан Игзбаев, Улан Асаналиев. Настоящее время. Иссык-Кульская область. Видео наших коллег из пакистанской службы «Радио Свобода» о старике из города Пешавар, который ежедневно в буквальном смысле зарабатывает на своем горбу, набрало почти 16 миллионов просмотров за 3 дня. Каждый день Саид Абдулгани, сам весом чуть более 40 килограммов, перетаскивает на себе 100-килограммовые мешки с мукой. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.